Здравствуйте, вы смотрите программу ТОП-10 и в ближайшие 5 минут самые актуальные новости уходящей недели. Погибший на крыльце республиканского дома-интерната постоялец был без верхней одежды. В пресс-службе ведомства сообщают, мужчина отпросился на день рождения к другу с ночевкой. По словам сотрудников службы охраны, стуков и криков работники не слышали. Ранее стало известно, что Следственное управление по Якутии возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Из снежного плена в Нюрбинском районе спасли 3 путников. Звонок о том, что в местности Заячьи острова в 15 километрах от села Киров сломался КАМАЗ, поступил в пожарно-спасательный гарнизон района в ночь на 8 февраля. На снегоходах и машинах жители села и спасатели службы спасения Якутии выехали на поиски. Пострадавших нашли через непродолжительное время. На момент спасения мужчины жалоб на здоровье не высказывали. Как оказалось, водители 2 рабочих решили оставить большой груз и пойти пешком в сторону поселка Киров. Утром 8 февраля путников доставили в поселок Хатын-Сасы Нюрбинского района. Китаец смог проглотить якутский бриллиант. По данным правоохранителей, обвиняемый в краже бриллианта злоумышленник проглотил драгоценный камень. Напомним, в Санкт-Петербурге по данному делу задержаны 2 граждан Китая. Инцидент в выставочном комплексе «Экспофорум» произошел 1 февраля в день открытия. Сотрудник одной из ювелирных компаний обнаружил пропажу камня весом более 3 карат. По факту хищения драгоценного камня возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Глава поселка Серебряный Бор Михаил Исаев собирается подать в суд на владелицу земельного участка Антонину Калинину. Женщине одобрили заявку на получение гектара в центре населенного пункта. По словам руководителя, провернуть махинацию удалось в результате сговора с бывшим сотрудником администрации. Прокуратура муниципального образования начала проверку. В селе Аргет Верхневилюйского района жители уже привыкли к новой технике. Терморобот заменил в населенном пункте центральную котельную. О преимуществах ноу-хау жители глубинки узнали в сети интернет. Тщательно все обсудили, на сельском совете решили рискнуть, ведь от старой котельной не было толку и не пожалели. Весна близко, экономия уже ощутима. Робот сберег около 1 миллиона рублей. В республике сегодня действуют 3 терморобота в Верхневилюйском, Нюрбинском и Мигино-Кангаласском районах. В будущем их станет больше. В Устьянском районе из-за снежных заносов, горных перевалов на ряде участков трассы Яна осложнилось транспортное сообщение. По словам главы Минтранса региона Семена Винокурова, ситуация сложная, но не критическая. Топлива в селе Саилык хватит на 28 суток с учетом доставки части горючего из поселка Депутатский. Продуктами питания населенные пункты обеспечены в полной мере. Министр подчеркнул, что 7 февраля начался завоз грузов по автодороге. Мягкое золото Якутии представят на первом Байкальском международном пушном аукционе. Через месяц сырье отсортированное по качеству отправят в Иркутск. Представители охотничьего сообщества Якутия поддерживают проведение аукциона. По мнению Министерства охраны природы республики, проект позволит существенно увеличить доходы. На нужды охотхозяйственной отрасли будет дополнительно направлено до 500 миллионов рублей, которые по сей день оседают в карманах скупщиков и посредников. Саханефтегазбыт повысил розничные цены на бензин с 1 февраля. Приказ о повышении цен на топливо был издан 31 января и в тот же день стал достоянием общественности благодаря соцсетям. Повышение цен на бензин и дизтопливо, считают в сбытовой компании, стало вынужденной мерой, поскольку на расширение влияют высокие процентные ставки по коммерческим кредитам, отпускные цены и счета поставщиков топлива. До этого Саханефтегазбыт повышал стоимость нефтепродуктов в октябре 2016 года. С 2018 года жители Сунтарского района смогут оценить новую скорость интернета. По словам первого вице-премьера Петра Алексеева, оптоволокно станет доступно через год. Об этом руководитель выездной группы заявил на ежегодном отчете правительства перед населением 8 февраля. Группа «Хатан» Верхневилюйского района прошла первый тур телепроекта «Ты супер». Премьера состоится 11 февраля на канале НТВ. Участники группы – лауреаты и победители многих региональных конкурсов. Жюри проекта – музыкальный продюсер Игорь Крутой, оперная эстрадная певица Маргарита Суханкина, певица Ёлка, композитор, музыкальный продюсер Виктор Дробыш и певец Стас Пьеха. Это были самые актуальные новости уходящей недели. Спасибо за внимание. До встречи в эфире.